Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Осетия». В студии Алина Хасцаева. И начнем с главных тем выпуска. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет. Повысить благосостояние граждан России, улучшить качество жизни каждого человека. Владимир Путин обозначил вектор дальнейшего развития в ежегодном послании Федеральному собранию. Оцениваем внешний вид пирога, качество теста и начинки, консистенцию начинки, например, температуру подачи, выход. В Северной Осетии завершился чемпионат «Молодые профессионалы». Юные кулинары соревновались в приготовлении осетинских пирогов. Среди участников студенты из разных регионов России. Играли в меньшинстве, и нам удалось вырвать победу на последних минутах матча, заработав пенальти. Уверенными шагами к успеху сразу 3 команды Академии футбола «Алания» вышли в финал первенства СКФО. Владимир Путин обозначил сегодня в своем послании основные векторы дальнейшего развития страны. Это и борьба с коронавирусом, развитие сферы здравоохранения, поддержка семей с детьми и вопросы образования. Так, в ближайшее время в региональных вузах увеличится количество бюджетных мест. Одна из ключевых задач – восстановить рынок труда после пандемии до конца года. Материал пока готовится к эфиру, а пока к другим новостям. Вопросы реконструкции пункта пропуска Верхний Ларс обсудили на рабочей встрече в Рио главы республики Сергей Миняйло с представителями Министерства транспорта России и Росгранстрой. Работы ведутся без отставания от графиков. Полное завершение их запланировано на декабрь 2022 года. Согласно разработанному проекту, планируется увеличение количества полос движения. Число полос для грузового транспорта вырастет с 4 до 13. Для легкового и пассажирского транспорта с 10 до 26 полос. Также предусмотрено разделение грузового и пассажирского транспорта и увеличение числа накопительных стоянок для грузовиков. Все это позволит обеспечить пропуск до 3800 транспортных средств в сутки. Вместе с тем, совместного решения требуют вопросы защиты пункта пропуска от влияния реки Терек, а также реализация мероприятий по капитальному ремонту магистрального газопровода «Северный Кавказ-Закавказье», который проходит по территории пункта пропуска. Сергей Миняйло выразил готовность активно участвовать в решении всех вопросов, возникающих в ходе реконструкции данного объекта. 26 апреля – последний день подачи заявок на конкурс «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках заявочной кампании конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет. 26 марта Владимир Путин поддержал старт 4-го конкурса «Лидеры России», а 31 марта стартовала заявочная кампания. Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям наука и здравоохранения, которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» для тех, у кого еще нет управленческого опыта. 14-го стартовал трек «Международный» для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России. Регистрации на конкурс поступили от участников из всех 85 регионов России. Онкологи и эндокринологи ведущих медицинских учреждений страны провели круглый стол с североостинскими врачами. Говорили о раке щитовидной железы. Рассказали о современных способах лечения, диагностики и, что самое важное, о выявлении заболевания на ранних стадиях. Московская делегация состоит из 7 человек. Среди них и врачи-цитологи, которые ставят диагноз хирурги, морфологи. Кроме того, проверили, на каком уровне обстоит онкологическая и эндокринологическая помощь пациентам с заболеванием щитовидной железы. Высоко оценили профессионализм североостинских врачей. Да, мы уже длительное время сотрудничаем с врачами Северной Осетии. Уровень у них высочайший.
Нам очень приятно с ними работать. Мы, когда получаем от них пациентов, у нас каких-либо дополнительных вопросов не возникает в плане дополнительной диагностики и лечения. Не секрет, что у нас онкологическая служба развивается, что за последнее время у нас появился и ПЭТ-КТ. В рамках национального проекта здравоохранения и борьба с онкологическими заболеваниями у нас приобретена тяжелая техника, которая позволяет сейчас проводить своевременно быструю диагностику и в том числе постановку диагноза. Но это в том случае, если пациенты попадают уже в онкологическую службу. Во Владикавказе сегодня вспоминают двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Суслана Андиева. Сегодня со дня рождения первого астинского олимпийского чемпиона прошло 69 лет. В Рио министра физической культуры и спорта республики Алан Хугаев и сборная республики по вольной борьбе возложили цветы к могиле выдающегося спортсмена. Память Суслана Андиева почтили в спортшколе, которой присвоено его имя. Там прошли командные соревнования по вольной борьбе среди воспитанников школы Олимпийского резерва 2009-2010 годов. Сегодня для нас самое важное, чтобы они чувствовали, что помимо тренировок есть еще и спортивные мероприятия, где они будут выступать уже завтра, когда они чуть-чуть подзасеют. Поэтому это важное мероприятие. И еще это мероприятие проводится в школе имени Суслана Петровича Андиева, что дает им еще и эмоции. Напомним, Суслана Петровича не стало в 2018 году. Он был двукратным олимпийским чемпионом. 4 раза становился чемпионом мира, 3 раза чемпионом Европы. Был заслуженным тренером РСФСР и заслуженным работником физической культуры России. Также был кавалером 2 орденов Дружбы народов и Трудового Красного Знамени. Возглавлял Министерство спорта Северной Осетии и был депутатом 3 созывов парламента республики. В преддверии Дня Победы во Владикавказе состоялось торжественное открытие мемориальной доски Ивану Бочарову. Участник Великой Отечественной войны в 1945-м был удостоен высокого звания Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, а также за проявленные при этом мужество и героизм. Обратились жильцы дома и с просьбой, чтобы установить на нашем доме памятную доску участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Бочарову Ивану Кирилловичу. Мы со своей стороны тоже обратились в вышестоящие инстанции, в городской совет, и там нам дали добро. По инициативе жильцов дома уже 2-й раз устанавливают почетную доску. Первая мемориальная доска была установлена в честь Асламбека Токаева. Мы открываем эти доски, чтобы увековечить память, чтобы наша молодежь знала, кому мы обязаны мирным небом. Чтобы дети не дали переписать историю. Потому что вы видите, какая сейчас обстановка, и все пытаются доказать, что они победители. Россия была, есть и будет сильной страной. И мы не дадим никогда переписать историю. Испечь традиционное астинское блюдо, учитывая все нюансы, пропорции, внешний вид и, конечно же, вкусовые качества. За звание лучшего пекаря астинских пирогов борются студенты средних профессиональных образовательных организаций. Участники итоговых соревнований – молодые профессионалы в возрасте от 6 до 22 лет. Это основная возрастная категория. По каким критериям оценивают мастерство кулинаров, расскажет Галина Григорян. Еще год назад Сабина Голоева пекла осетинские пироги дома для самых близких. Сегодня в свои 16 лет она готовит уже на всероссийском уровне. Знает все стандарты и критерии, но одна из немногих помнит, что главное не забыть вложить душу в национальное блюдо. Тут начинки с тыквой, с капустой и мясом вместе и фасоль с орехом. Это все время я должна сделать за 5 часов, плюс еще треугольный 6. Это все должна сделать за 5 часов, успеть по времени. Вроде бы я успела. Им уже поставили оценки? Да, наверное, думаю, что уже да. В Северной Осетии собрались молодые повара из 19 регионов России. Среди них Пермский край, Дагестан, Москва и далекие сибирские регионы. Любят осетинские пироги в самых разных уголках страны. Я начал подготовку в конце сентября, и за это время тренировался. Наверное, пробовал часто? Да. За этот год я приготовил более 1000 осетинских пирогов.
Каждый день я готовил по 8-12 штук. Вот. Ну, пробовал разные. На оценку жюри влияет все – плотность теста, количество начинки, соблюдение санитарных норм и даже вес. Он должен быть 600 граммов для треугольного пирога и 900 для круглого. Температура не ниже 70 градусов. Критерии строгие. Для студентов средних учебных заведений важно набрать максимальные баллы из возможных 100. У нас 7 модулей, выпекаем мы пироги из 5 видов теста. Мы выпекаем из пресного теста, из дрожжевого приготовленного парным способом, из дрожжевого приготовленного безопарным способом, из сдобного теста и полусдобного. То есть разные пироги. Мы оценим такие показатели, например, как соблюдение санитарно-гигиенических правил, вредные привычки, например, там, снятие пробы, хранение продуктов правильное, остатки сырья. Дальше, например, мы по органолептике оцениваем внешний вид пирога, качество теста и начинки, консистенцию начинки, например, температуру подачи, выход пирога. Участники соревновались в течение 3 дней. За это время они приготовили 28 пирогов, каждый с самыми разными начинками – фасолью, мясом, картофелем, капустой, вишней, сыром. Теперь у жюри есть время подвести итоги и объявить победителя в ближайшие дни. Галина Григорян, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Вернемся к теме послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об основных тезисах подробнее в материале Аланы Томаевой. Более 1,5 часов о самом важном для страны. Начал свое послание Владимир Путин с проблемы, заставшей врасплох весь мир – пандемии коронавируса. В первую очередь президент поблагодарил врачей, ученых, учителей и просто граждан страны за усилия и сплоченность, которые позволили преодолеть трудности в это непростое для всех время. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение. Создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты. Президент отметил, терять бдительность нельзя и призвал всех россиян продолжать соблюдать рекомендации специалистов. И подчеркнул, массовая вакцинация позволит к осени выработать коллективный иммунитет. Акцент был сделан в условиях пандемии на сегодняшний момент. Это вакцинация, это безопасность нашей страны. И не случайно президент обратился ко всем жителям нашей страны к личной их ответственности. И каждый должен понимать и сделать вакцинацию, провести для того, чтобы мы были безопасны. Говоря о здравоохранении, Владимир Путин поручил правительству и субъектам Федерации расширить программу диспансеризации профилактических осмотров. Из-за пандемии медучреждениям приходилось сокращать или вовсе приостанавливать плановый прием пациентов. Работу в полном объеме Владимир Путин поручил восстановить с 1 июля этого года. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. А чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, президент предложил продлить минимум до конца этого года программу, по которой гражданам возвращается 20% затрат на туристические поездки по России. Еще одно предложение – возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Президент России говорил о демографии. Сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. К сожалению, это так. Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать, исходя из этой ситуации. Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет. Важный блок послания – помощь молодым семьям с детьми, которые оказались в сложной ситуации. Президент предложил единовременно выплатить 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников. Также поручил с 1 июля выплачивать детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5650 рублей в месяц. Помогут и беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Им будут выплачивать порядка 6 тысяч рублей в месяц. На сегодня данная выплата составляла 708 рублей. Она была не такая востребованная, а теперь же эта выплата прогнозируется в более высоком размере.
Остальные выплаты, которые были ранее у нас осуществлялись и были намечены, они продолжают выплачиваться. В принципе, о них дополнительно сказано не было, потому что они у нас состоят в программе нашей, в национальном проекте «Демография» до 2030 года. Это выплаты от 3 до 7 лет, как и были ранее, и выплаты детям до 3 лет. Это на первенца и на 3-го и последующего ребенка. Они сохранились и будут выплачиваться далее. Глава государства затронул и вопрос образования. В вузах России в ближайшие 2 года откроют еще 45 тысяч бюджетных мест. 70% из них будут отданы регионам. В планах в ближайшие годы открыть порядка 1300 новых школ. Еще начиная с этого года не менее 100 вузов в субъектах будут получать гранты от 100 миллионов рублей выше на открытие студенческих технопарков, обновление учебной лабораторной базы и обучения. На поддержку смогут претендовать все государственные вузы. Для меня очень важным является тот аспект послания, который поддерживает социальные и гуманитарные приоритеты в нашем государстве. Например, в ближайшие 3 года будет построено, как сказал президент, порядка 1300 школ в разных регионах, в городах маленьких, в селах небольших по всей нашей России. Это очень большая поддержка образованию. Кроме того, обозначено также и приобретение школьных автобусов. На 35 миллиардов закупят школьные автобусы, по-моему, порядка 1600 школьных автобусов, самых современных. Отдельный блок послания – проблема экологии. Владимир Путин поручил создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг. Также попросил ускорить принятие закона, который устанавливает финансовую ответственность собственников предприятия за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. В связи с предполагаемым развитием промышленности, экономики, большое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. Он особо подчеркнул, что таких чрезвычайных ситуаций, аварий, как в Норильске, не должно быть. И наши специалисты должны прогнозировать безопасное развитие промышленности и экономики в том или ином регионе. Президент поставил перед правительством России задачу обеспечить восстановление рынка труда после пандемии раньше, чем до конца этого года. В прошлом году, по словам Владимира Путина, были направлены беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, в том числе за счет льготных кредитов на выплату зарплат. Таким образом, сохранили свыше 5 миллионов рабочих мест. Он отметил, что эта программа сработала, потому что бизнес проявил ответственность и стремится сделать все, чтобы сохранить свои коллективы. И для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. В прошлом году мы вдвое, как вы это знаете, с 30 до 15% снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Это решение будет применяться на постоянной основе, пересмотру не подлежит. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний. Президент отметил, страна развивается только тогда, когда развиваются регионы. Стремление руководства субъектов сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемирно поощряться. Владимир Путин попросил правительство до 1 июня предоставить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов. Летом вопрос детально обсудят на заседании Государственного совета. Президент предложил реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в прошлом году для борьбы с пандемией. Руководитель страны также предложил ввести новые инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых. Вот эти точные вещи дадут очень хороший эффект. Дальше Владимир в своей речи сказал, как дальше развивать, что делать. Он и сказал и про реструктуризацию коммерческих кредитов. Это госдолг любого региона. Он у нас есть госдолг. В разных регионах он разный. Он сказал про инфраструктурные кредиты. Для нас, для Осетии, получение или участие в инфраструктурных кредитах – это очень хорошо. Это очень хорошо. Это мы разгружаем многое, но это развитие.
Важно было отметить и туризм. Владимир Путин подчеркнул, как только позволит ситуация, Россия снова начнет впускать туристов. Президент также призвал упростить получение электронной визы, сократив срок ее оформления до 4 дней. Сфера динамично развивается, появляются новые проекты. К слову, президент заявил, что в России запустят программу льготных кредитов для турбизнеса. Ставка будет составлять от 3 до 5%. Непосредственно в нашей республике надо вот на те посылы, а в каких-то вопросах конкретные задачи, которые поставлены президентом в послании, не просто обратить внимание, а, наверное, разработать уже какие-то, как сегодня говорят, дорожную карту или планы мероприятий, программы, неважно, как будут называться эти документы, но работать в этом направлении в целом. Главная цель руководства страны – повышение благосостояния граждан России, улучшение качества жизни каждого человека. Работы впереди много, но вектор определен. В завершении послания президент подчеркнул, будет сделано все для достижения поставленных целей. Алана Тумаева, Казбек Хубаев. Новости Осетии. Вечер Северной Осетии прошел на площадке ежегодного культурно-благотворительного мероприятия «Шатер Рамадана». Он традиционно развернулся на Поклонной горе у мемориальной мечети в Москве. На вечере республику представляли муфти, председатель Духовного управления мусульман республики Хаджимурат Гацалов, первый заместитель председателя парламента республики Александр Татаонов, председатель Московской астинской общины Алан Абаев и сотрудники постпредства республики при президенте России. Участники праздничного вечера ознакомились с историей и культурой Осетии, узнали о традициях и обычаях многонационального народа. «Шатер Рамадана» – это ежегодный культурно-благотворительный проект. Организаторами выступает Духовное управление мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и правительства Москвы. В шатер на праздничный ужин ифтар обычно приглашают 1000 людей. Но в этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, на площадку смогли попасть не все желающие. Для гостей организовали концертную программу в исполнении профессиональных национальных коллективов. Мы хотим, чтобы все конфессии, которые существуют на Астинской земле, мирно сосуществовали и процветали. Мы знаем, что мусульманство несет просвещение и справедливость. И пускай наша молодежь будет справедливой и просвещенной. Желание для народа Осетии, в первую очередь мы про Осетию говорим, и для всех остальных народов, это благо милости. Конечно, в первую очередь безопасности. Без безопасности нету никаких других преференций для нормальной жизни. Она смысл всего, она условие всего. Солидарности, любви друг к другу. И всегда желание творить добро. И прощать. Это самое главное. Умение прощать. Это смысл, это вообще парадигма благородных людей. Осенью прошлого года в Северной Осетии открыла свои двери Академия футбола «Алания». Событие долгожданное для республики. Ее воспитанниками стали ребята из всех спортивных школ республики. За плечами у юных футболистов всего полгода в Академии, а результаты уже впечатляют. Все детали в материале Георгия Запарова. Академия футбола открылась в августе прошлого года. Результаты не заставили себя ждать. На прошедшем первенстве СКФО не было равных футболистам Алании 2004 года. Ребят собрали в команду со всех спортшкол республики полгода назад. За короткий срок они не просто сыгрались, стали боевым коллективом. Капитан команды Артур Бязаров рассказывает, соперники были сложные, поэтому стать первым особенно приятно. Турнир очень интересно проходил. Самый сложный соперник, наверное, это Ставрополь был. Был очень напряженный ответный матч. Играли в меньшинстве. И нам удалось вырвать победу на последних минутах матча, заработав пенальти. Воспитанникам Академии создали все условия для прогресса. Еще несколько лет назад о таком и мечтать было сложно. Современный инвентарь и экипировка, ровные зеленые покрытия, комфортные условия для проживания. Плюс строгий режим и серьезные тренировки. Несмотря на результат, наставник команды Умар Карсанов доволен не всем. Нам надо, чтобы у нас была какая-то игра содержательная, чтобы был какой-то рисунок. Я детям говорю, что мы без формы должны выйти, и нас должны узнать, что это играет команда 2004 года Алания. Они должны уметь и обороняться, должны уметь и атаковать. Конечно, исходя из того, что мы Осетия, мы в основном любим играть с мячом. Больше у нас, наверное, может получается, где-то в атаке, какие-то комбинации.
Успех всей академии во многом зависит и от профессионализма тренеров. Они регулярно обучаются и повышают квалификацию ведущих специалистов. Главная цель остается неизменной. Самые талантливые футболисты должны выступать в главной команде республики. Вот сейчас у нас проходит второй семестр обучения тренеров на Б-юношеское. И вот те тренировки, которые проходили вчера и позавчера, тренеры сдавали свои тренировочные занятия. Специалисты из Краснодара очень были удивлены ребятами. То есть в техническом исполнении, тактическом исполнении, физическом плане они очень хорошо выглядят. Еще сразу две команды 2005 и 2007 года вышли в финал первенства СКФО. В полуфинале наши футболисты 2005 года рождения встречались со сверстниками из Грозного. Оба матча завершились в ничью. В гостях 2-2, дома 0-0. Однако за счет голов на чужом поле наши ребята прошли дальше. Георгий Запаров, Хетак Гапоев, Новости Осетии. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.